хотелось бы прокомментировать заявление чеченцев из оккупированного Россией аула Акташ. Это село действительно, как и весь Ауховский район, после выселения чеченцев и ингушей было незаконно передано во владение аварских и лакских поселенцев. В этом нет сомнений. Свою долю ответственности здесь несут и аварские, и лакские переселенцы. Но, на мой взгляд, собравшиеся упускают из виду основную причину и главных виновников. Главный виновник в этом Москва. Кремлевский правитель Сталин одним росчерком пера создал эту проблему, и нынешний правитель Кремля, Путин, одним росчерком пера мог бы решить эту проблему и эту несправедливость. Аварские поселенцы, даже если предположить, что в них проснется совесть и человечность, все равно не смогут решить эту проблему. Если бы Путин захотел, он бы позвонил Меликову и Кадырову, и эта почти столетняя проблема была бы решена в течение нескольких дней, так же, как они решили территориальный вопрос между чеченцами и ингушами. Когда Кадыров ездил в Ингушетию, вся Ингушетия вставала против него. А когда русские приехали на Уралах, никто не вышел, и организаторов магазских митингов быстро остановили. Так что зрите в корень, обращайтесь к Путину и обращайте внимание мусульман всего мира, в первую очередь, на несправедливость со стороны Москвы и лично Путина. Тогда, возможно, лед тронется. А иначе, кроме усиления вражды между дагестанцами и чеченцами, других результатов не будет. Боритесь с источником проблемы, а не с ее последствиями. Не тратьте свою энергию и нервы в бесполезном направлении. Пока Россия оккупирует наши мусульманские земли Кавказа, никакой справедливости не ждите. Даже если Москва после того, как сдохнет Кадыров, чтобы поднять авторитет Даудова, передаст эти земли под контроль оккупированной Чечни. Думаете, вы будете жить лучше? Читайте новости из Чечни на телеграм-канале НИИСа. Там говорится, что жители лишаются общественных полей, озер и рек. Кадыровский режим творит такое, чего не творили даже Сталин и коммунистический режим Советского Союза.